Салем Достар, вы на канале Бизнес по-казахски, и сегодня будет очень интересный выпуск, обязательно досмотрите его до конца, потому что мы находимся на радио Бизнес FM. Друзья, знакомьтесь, Рустам Максутов, SEO и радиоведущий Бизнес FM. Все верно, Да. Рустам? Да. Рустам, расскажи, пожалуйста, как ты пришел, вообще, какой путь ты проделал, чтобы прийти к своему радио? Ну, путь достаточно долгий, потому что, возможно, я очень надеюсь, что ваши зрители помнят меня именно как голос, да, радиостанции, потому что 15 лет своей жизни посвятил именно радио. Я начинал еще с радиостанции Energy FM, да, тогда я выступал в качестве диджея. Вот это именно музыкальное было направление. Позже уже как журналист, потому что у меня основное мое высшее образование именно журналистское. Вот я пришел в новостную редакцию Европы Плюс, потом я работал на русском радио, да, там радио Ностальжи тогда еще было, может кто-то помнит. Вот я работал как раз-таки в новостных редакциях, а позже переквалифицировался в радиодиджей. То есть на русском радио я как раз был радиодиджеем. Вот, работая, я понял, что хочется чего-то большего. И, соответственно, мы с друзьями сколлаборировались и начали записывать подкасты. Ну, это был just fun, чисто аудиоформат. Мы не писали видео, как это сейчас модно. Вот, до того, как это стало мейнстримом, соответственно, мы занимались именно подкастами. Писали мы подкасты на различные темы, касающиеся именно психологии. Это не было что-то про бизнес. Это было чисто общение. Писали мы не на студиях, а писали мы дома на обычные микрофоны. Все это обрабатывали и заливали в интернет. Позже мы как-то нам судьба позволила встретиться с, наверное, главным человеком в нашей жизни, который, как говорится, пробил нам кротовую нору, да, для того, чтобы мы быстро стартанули. Это Арманжан Меркевич Байтасов. Мы именно с ним встретились, мы пришли к нему, чтобы записать интервью, и в этот момент он нам предложил возобновить работу на сайте headline.kz. Тогда он еще был такой полуживой, скажем так, да, мы его заново начали делать, но подача чуть-чуть у нас изменилась, потому что мы через юмор давали информацию. Вот. И позже, когда мы уже начали так плотненько работать, нам стало известно, что у Арманжана Меркевича есть четкая идея основать в Казахстане первую толк-радиостанцию. Да. Это как раз таки название уже было известно, Бизнес FM. Вот, он как раз предложил своим друзьям, чтобы они тоже стали там акционерами этой радиостанции, и они вот так вот ее основали. Я эту радиостанцию, соответственно, возглавил. Я здесь построил концептуально, да, там все, что сейчас люди слушают, да, потому что у нас там есть четкое деление того, как выглядит эфир. Утренний эфир — это исключительно обсуждение новостей каких-то, да, плюс гости. Дневное время — это наши новости, это наши рубрики, и вечернее время — это обычно тоже толк с различными экспертами. Да, именно вот так вот мы все это концептуально выстроили. И вот с тех пор, соответственно, радиостанция существует уже 5 лет. Уже 5 лет. Да. Какие были достижения, то есть вот от начала и по истечении 5 лет? Что произошло? Какие изменения в лучшую сторону? В лучшую сторону, ну, постепенно, во-первых, мы прибавляли города вещания. Да. Сначала мы вещали в Алматы и Астане, чуть позже к нам присоединился Шымкент. Это произошло тоже не сразу. Вот. Но планов по расширению на другие города пока у нас нет, потому что сейчас нас активно, например, слушают тоже и в интернете, даже находясь там в различных областях, потому что у нас есть Инстаграм, о нас узнают, начинают переходить по ссылкам. Мы, например, сейчас доступны в Яндекс-станции, если там Алису попросить. Мы запрыгнули в Apple Music, то есть в раздел радио, там можно будет послушать Бизнес FM. Ну и, соответственно, наш сайт businessfm.kz, там люди могут зайти послушать нашу радиостанцию онлайн, где бы они ни находились. Это достаточно удобно. Ну и в FM-частотах мы тоже, соответственно, присутствуем. Это Алматы, Астана и Шымкент, как я ранее говорил. Тоже, соответственно, достаточно удобный такой формат. Да. Вот как бы пока так. Аудитория. Какое количество человек сейчас слушает ваше радио в среднем? Да, смотрите, по последним замерам технический охват радиостанции, да, это фактически, то есть количество людей, это в районе 300 тысяч человек только в одном городе. 300 тысяч. Да, это только в одном городе, да, город именно Алматы,
по другим городам цифры примерно одинаковые, то есть такое количество. Нас слушают это начинающие предприниматели, да, это те, которые хотят перестроиться. Это уже состоявшиеся предприниматели и, соответственно, крупный бизнес. Да, потому что мы в радиостанции именно для предпринимателей, для бизнесменов. То есть в основном предприниматели, бизнесмены, Да, да. не люди, которые просто хотят послушать музыку. Да, Или у вас есть тоже? у нас есть музыкальный формат, но мы ему не уделяем такого должного внимания, как, например, информационному потоку. Потому что мы в первую очередь это толк-радиостанция, причем соотношение информация равно музыка у нас где-то 70/30. И поэтому, так как у нас информация достаточно сложная на восприятие, на слух, это экономические новости, это инвестиционные новости, да, это обзор, аналитика и прочие вещи. И поэтому домохозяйки и студенты, которым, в принципе, эта информация может не пригодиться, да, в дальнейшем, они нас не слушают. А вот предприниматели, которые выстраивают свой день, им нужна аналитика, им нужен, в принципе, обзор какого-то там дня, да, там, новостей определенных с экспертами. И вот это вот наша аудитория. Рустам, давай расскажи, где мы сейчас находимся, что это за здание, что это за пересечение улиц. Покажи, пожалуйста, свой офис. Ты знаешь, после январских событий мне не хотелось бы называть адрес, но все равно я скажу, это пересечение улиц Сейфуллина-Бугенбая-Батыра. Вот, мы здесь относительно недавно, ну, года 3, потому что до этого у нас радиостанция находилась на Улугбека, на 40Б, это там где-то в микрорайонах, да, нижняя часть города. Почему переехали? Ну, там долгая история, по сути дела, там здания продавали и так далее. Мы решили переехать сюда, поближе к Форбсу, да, в целом, потому что Forbes на 9 этаже, мы находимся на 8 этаже. Это непосредственно мой офис, где я работаю, да, здесь со мной рядом сидит главный редактор, да, по сути дела, там мой помощник. Все у нас достаточно здесь компактно, вот, но хочу отметить, что за время пандемии мы поняли, что такой прям необходимости в офисе, ну, ее просто нет. Потому что в пандемию мы и журналистов наших, да, и нашу редакцию основную, они все практически переехали домой. И мы поняли, что в таком формате мы в принципе можем работать. И это нас всех устраивает. Для меня важно, чтобы все программы, все новости выходили в срок, что сейчас и происходит. Главное наличие интернета, хорошего микрофона и так далее. Но хочу отметить, что прямые эфиры мы все равно проводим в студии. Я чуть позже там тоже мини-экскурсию проведу. Это вот там мы, соответственно, их записываем и проводим эфиры. Вот можно посмотреть твой офис? Да, пожалуйста. Что есть в офисе у Рустама? Здесь, правда, такой небольшой творческий беспорядок, но мы постоянно в таком ритме проживаем. Вот. Но здесь достаточно много интересных книг. Эти книги, я отмечу, ни одну из них мы не покупали, потому что это все подарки наших партнеров, те, которые, соответственно, с нами работают. Когда-то были у нас в эфире. Это вот «Черный лебедь», «Принцип 80/20», одна из моих тоже любимых книг, да, соответственно, про Генри Форда и так далее. То есть это такая чтиво для предпринимателей. Давай, топ-3 твоих любимых книги. Прочитайте обязательно Уолтера Айзексона. Это книга про Стива Джобса. Это, наверное, первая моя бизнес-книга, которую я вообще прочитал в далеком 13-м году. У меня тоже. Да. И это вот меня так вдохновило, что мне действительно хотелось заниматься чем-то большим, да, то есть управлять компанией или иметь собственный бизнес. У нас, кстати, есть тоже собственный бизнес, да, помимо бизнес FM. Вот, но об этом чуть попозже. Вот 80/20, принцип 80/20, которого я стараюсь придерживаться сейчас, и очень рекомендую всем тем, кто сейчас утопает, скажем так, в операционке, да, очень много задач он решает и так далее. Принцип 80/20 поможет вам объяснить, что вы большую часть времени тратите впустую. Поэтому я прочитал эту книгу, и действительно у меня сейчас больше свободного времени. То есть этот закон все-таки работает? Конечно, работает. Конечно, работает. Нужно просто прочитать эту книгу для того, чтобы понять, как это все устроено. Так, и третья? И третья книгу я, наверное, назвал бы... Ее здесь, кстати, нет, она у меня представлена больше в моем iPad. Книга называется «Почему одни страны богатые, другие бедные». Да, то есть это достаточно интересная книга, которая объясняет, почему те или иные принципы и законы не работают в различных странах, и почему действительно одни страны еле-еле выходят из состояния бедности, а другие чувствуют себя достаточно хорошо. То есть там, опираясь на исторические какие-то факты, на темы интересные, очень подробно объясняют. Поэтому для того, чтобы понимать
вообще мироустройства, Мгм. то я вот советую почитать эту книгу. Ты сидишь здесь. Да, это мое место. А чем ты здесь занимаешься? Что за операционка А, здесь происходит? Ты заметил, да, у меня здесь и iMac, и iPad, и так далее. Книга вот мне тоже недавно подарили, «Третья дверь» называется. Мгм. Советовали прочитать, я еще, правда, не начинал. Но говорят, что достаточно тоже интересная. То есть все же говорят, если закрывается одна дверь, то можно открыть Ой, еще класс. одну. А это про третью дверь М. в целом. Вот, как раз какие там скрытые возможности. Вот здесь я в основном решаю какие-то определенные задачи. Здесь чаще всего я провожу свои совещания, да, Мгм. когда мы там планерки устраиваем и так далее. Вот. Дело в том, что я помимо бизнес FM еще возглавляю коммерческий отдел всего нашего холдинга, Тан Ух ты. Медиа Групп. Да, то есть это непосредственно большая компания, которая занимается продвижением ивентов, рекламы, да, и так далее. Потому что в нашу медиагруппу входит несколько активов. Это Бизнес FM, это Forbes, это телеканал Музон. У нас вот относительно недавно тоже появился сайт Арбат Медиа, да, где мы острые моменты поднимаем. Это вот все вот в коммерческой части Мгм. именно в моих руках, соответственно. Супер. Вот у меня такой вопрос сразу возникает интересный. Ты как начинал путь с радиоведущего, Да, и сейчас ты возглавляешь и коммерческий отдел, да, и SEO радио. да. Это же нужно столько знаний, по идее, да? В разных областях. Как вот ты к этому пришел? Это же не сразу же Я всё. тебя удивлю, я сам по профессии журналист, Ага. а у меня еще есть бизнес, это бухгалтерский аутсорсинг О. и аудит. Мгм. Я этим никогда не занимался. Ну как это? Вот. Это достаточно такой интересный вопрос, и я тоже над ним постоянно задумываюсь, да, что конкретно помогает двигать подобные вещи. И как выяснилось, действительно там запустить бизнес достаточно легко, да, просто там нужно какие-то определенные знания, документы там собрать и так Мгм. далее. Но вести бизнес это достаточно такой трудоемкий процесс, и тебе волей-неволей нужно вникать. С радиобизнес FM все получилось достаточно просто, да, я там Мгм. набирался опыта, я Мгм. начинал вообще свою карьеру, не то чтобы там на радио я устроился, я свою карьеру начинал именно со звукорежиссуры. Ну вот, То да. есть я занимался диджеингом, понимаешь? То есть я играл в клубах, потом занимался звукорежиссурой, Мгм. работал со звуком. Я знал азы того, как вообще Вот выстраивать именно, всю да. техническую часть. Да, то есть я начинал с низов. Да, ты прошел весь путь. Да, прошел весь путь, я поработал на радио, я понимал, как устроено радио изнутри. Да, может быть, с точки зрения управленческого Мгм. какого-то учета, да, там, или знаний именно в области того, как управлять коллективом, этого не было. Мгм. Но примерное представление того, как радио устроено, это как раз-таки дал мне опыт. М. Почему сейчас многие ребята начинают, например, стремиться сразу войти в управленческую компанию, да, там, управлять какими-то большими корпорациями. Лучше начните с низов. И это вот действительно многие большие предприниматели говорят, начинайте с низов. И вот здесь нужно прям прислушиваться, нужно понимать, как эта вся структура устроена. Когда ты начинаешь управлять коллективом и понимать, как это работает, Мгм. ты потом можешь с легкостью запускать уже свои бизнесы, управлять ими и понимать, там, может быть, какие-то детали не вникать, но нужных людей нанимать, например, да, умение общаться с ними, Мгм. руководить ими. Это вот такие важные навыки, которые приобретаются уже впоследствии работы. Это уже почти совет, который мы даем в конце передачи Ну, нашей программы. Окей, ну давай посмотрим твой офис. Расскажи вообще, как устроена студия, что для этого нужно и вообще какие сотрудники должны быть на радио, чтобы оно работало. Так, ну, что касается радио, это в первую очередь технический персонал, это основа. Ага. Для того, чтобы радио всегда было в состоянии рабочем, тебе нужно набирать технический персонал. Это звукорежиссеры, Мгм. это технический директор, да, это IT, соответственно, отрасль, да, которая у нас там работает за то, чтобы у нас интернет не выпадал. Потом это инженеры эфира, да, которые следят за тем, Мгм. чтобы все программы вовремя выходили. Если какая-то техническая неполадка, они быстро это все могли наладить. Потом есть у нас программный директор. Человек, который отвечает за программы, которые, да, у нас есть в Мгм. составе, в плейлисте, они должны всегда вовремя выходить, они должны всегда выходить по расписанию. Соответственно, вот программный директор именно этим занимается. Потом у нас идет это творческие, скажем так, люди, да, это те, Мгм. которые озвучивают программы, люди, которые занимаются новостями, да, там и так далее, выпускают их, соответственно. Есть у нас контент-мейкеры, у нас есть рекламный отдел, да, который непосредственно занимается привлечением рекламы и так далее. То есть вот основной костяк. На сегодняшний день
сколько, какое 25 количество человек. 25 человек 25 в штате? в штате. Или на аутсорсе еще сколько? Нет, у нас 25 человек это в штате. В штате. Это те, Ну. которые, это именно те сотрудники, которые непосредственно держат радио. Понял. Но они не ходят на работу все. Кто-то работает Все не удаленно, ходят, удаленки. да, все не ходят. Мгм. В частности, наши журналисты сидят на удаленке, да. Мгм. Есть люди, которым, например, неудобно работать дома, там по различным факторам записывать неудобно, когда дети, например, рядом, да. Мгм, ну, Поэтому понятно. они приезжают сюда, в нашу Так, студию. сразу интересный вопрос. Фонд заработный на сегодняшний день 25 человек. сколько составляет? 25 человек это где-то 4,5 миллиона. 4,5 миллиона, Да. включая тебя. Включая меня, да, действительно. Окей, ну ты как директор, да? Наверное, у тебя самая высокая зарплата, я так понимаю. И Ну, да. самая какая-то простая должность. Во сколько она оценивается и что это за позиция? Ты знаешь, таких нет. Нету? Вот, чтобы, да, прям простая, соответственно, должность. У нас все должности абсолютно сложные. Мгм. Потому что есть определенное просто расписание, график, у кого-то там меньше работы, у кого-то там сложнее. Но я думаю, что мы по зарплатам точно не делим. Добро пожаловать. Это Тон-студия. Да, это где работает непосредственно звукорежиссер. Это тон-студия. Это вот там это еще всё микрофон есть, Тон-студия. да, это Тон-студия. Здесь у нас записываются отдельные взятые программы какие-то, да, чтобы мы не мешали основному эфиру, нашей основной студии. Сколько вообще звукозапишешь студий, комнат у вас здесь? Здесь две. Две. Вот это одна и есть еще одна. Первая, вторая, Да, где вторая основная. радио? Так, Да. что здесь есть? Здесь все достаточно просто. Здесь компьютер, Диванчик. есть такие минимальные, соответственно, условия. То есть ведущий ставит перед собой какой-то текст, да, и проговаривает. Да, проговаривают. Мгм. Все здесь просто укомплектовали мы максимально там за шумоизолировали. Давайте сразу по вложениям вот такую небольшую этот комнатку организовать. Сколько будет стоить? Микрофончик поставить, шумоизоляцию. Допустим, кто-то захочет открыть свою небольшую, да, звукозапись студию. Насколько Не, ну сейчас, если вы хотите открыть звукозаписывающую студию, есть другие не менее дешевые варианты, которые там могут просто вам создать вакуум. Я Этого понял. достаточно. Ну, давайте, ваш пример. Да, наш пример, мы здесь достаточно много вложили, чтобы просто вот это за звукоизолировать. Где-то в районе 150 тысяч тенге у нас. Только вообще. на изоляцию. Только на изоляцию. Микрофоны. Микрофоны, сама техника, стоит достаточно доступных денег. Австралиан. Да, здесь хорошие микрофоны. Обычно стоят. чайно, а тут Австралиан. Нет. У нас, извините, все дорогое, действительно, подобные микрофоны. Это именно направленный микрофон, потому что он не ловит боковые сигналы, он ловит только то, что в него говорят. Это достаточно важно для нас было. Поэтому для Тон-студии вот купили такие вещи. Ну, давайте сразу вот по вложениям. Микрофоны, шумоизоляция и вот компьютер, Да. техника. Если Техника, да. ты владеешь этой информацией, сколько это примерно? Все где-то в районе, наверное, 400-500 тысяч вышло. Тысяч Потому тенге, что компьютер тоже, извините, он не дешевый. Мгм. Здесь нужен хороший компьютер, который быстро можно там обрабатывать, работать со звуком. Здесь есть у нас специальный фильтр, скажем, для микрофона, да, который позволяет там улучшать и уменьшать шумы для звука. То есть для работы в этой комнате нужно 2 человека как минимум. Один записывается, второй записывает. Да, так ли? да, Всё верно. да. Я так считаю, что это даже дешево. 450 тысяч за такую студию. Ну, типа, сейчас один компьютер стоит, там, не знаю, Ну да, 1300. да. Хороший. Ну, 5 лет назад мы его запускали, там Мгм. единственное, что мы делали, это небольшие улучшения. Но в целом, да, действительно. Окей, Сейчас может быть гораздо дороже. пойдем дальше. Здесь обычно у нас редакция сидела, но сейчас уже там не сидят, они все на удаленке. Все на удаленке. Поэтому Редакция да. на удаленке. Комната пустует. Да, комната пустует. Ну, здесь мы проводим общие собрания, совещания касательно TAN-медиа, да, там и так далее, обсуждения у нас различных моментов. Так, это получается ваш общий холл. Да, это общий холл. Здесь музон находится? Да, вот телеканал Музон здесь находится по соседству. То есть развлекательный контент, бизнес-контент, да? Бизнес-контент. Там в целом сидит наш холдинг, там Media Group, там бухгалтерия находится. Там у нас ребята, которые занимаются непосредственно продажами, да, и так далее. То есть весь коллектив тоже там находится. То есть еще раз, бизнес FM это название придумал уже акционер. не Да, ты. да. Именно по направлению. Ну, все нас сравнивают и думают, что мы работаем по франшизе. Ага. Есть, например, французская франшиза Есть. Бизнес FM. Она перешла во франшизу в России, Бизнес FM Россия есть, Москва и Санкт-Петербург.
и все думали, что у нас будет такое же. Мгм. Но мы здесь самостоятельная радиостанция, да, и у нас не полностью talk radio, как, например, в России. Мгм. У нас здесь мы перебиваемся музыкой, потому что, ну, мне кажется, что у нас чуть-чуть не привыкли к такому формату. Ага. Когда мы больше наберем, тогда, да, действительно, может быть, мы А вот в процентном быть, соотношении сколько музыкального контента? и 70 на 30. 70 это музыка? Это нет, 70 это информация, Мгм. 30 это музыка. Супер. Да. Так, Ну и теперь же давайте, самая интересная комната. да, добро пожаловать в нашу основную студию. Так. Это, скажем так, предбанник. Здесь находится у нас инженер эфира. Это вот Раиф, как раз который сейчас работает. Да, Раиф, да. Вот мы как раз здесь занимаемся непосредственно отслеживанием эфира, как все работает по удаленке. Здесь у нас рекламный декор-автомат. Мгм. Вот раньше у нас здесь стояли камеры, но мы сейчас чуть-чуть избавились от них. Я думаю, что чуть попозже обязательно включим вот этот монитор. Здесь у нас диджейское оборудование, оно сейчас, правда, юзается, Мгм. поэтому коробки пустуют. Диджейское оборудование у нас тоже есть, потому что мы раз в год проводим диджей-сейшн. Это отсылка к моему прошлому, скажем так. Вот это легендарная А вот студия легендарная студия. для подкастов, где ты проводишь подкасты. Да, мы здесь проводим прямые эфиры, мы здесь проводим съемки, встречи с нашими гостями. Это вот все то, что основное, где, соответственно, все это делается. Интересно, кто может попасть к вам на эфир? Это любой человек или как вы выбираете? Не, ну, во-первых, люди должны понимать, что они должны уметь говорить. Не каждый предприниматель, к сожалению, мы с этим столкнулись, не каждый предприниматель может рассказать о своем бизнесе. Ага. Дело в том, что он знает технологию того, как он работает, как он выстраивает команду и так далее. Но как только включается микрофон, это как раз идет к отсылке к тому, что люди не всегда подготовлены к публичным выступлениям, то у людей начинается ступор. Они не могут сказать в эфире, как у них работает бизнес, как он устроен вообще и так далее. И все, и мы за него начинаем это делать. Потому что чаще всего в эфире такие, то есть люди неподготовленные приходят. Это как на свадьбе тамада, да? Начинают Да. раскрывать гостя, которым... Ну, так и есть, да. То есть наша основная задача, как ведущих, это раскрыть, соответственно, гостя. Поэтому мы начинаем задавать ему уточняющие вопросы, более-менее. Пытаемся его расслабить, чтобы он понимал, что ничего страшного в этом нет. Вот, и только потом тогда получается действительно крутой результат. Вот сразу же, ну, передача у нас немножко о другом. Но как раскрепоститься? Какие есть небольшие такие советики? И вообще, как поставить свой голос? Такой, может, быстрые какие-то советы? Ну, это за одну программу, конечно, не объяснишь, потому что мы даже занимаемся вот с моим коллегой там, тренингами, потому что мы стараемся еще и подготовить предпринимателей к такого рода вещам, особенно для тех, кто хочет пойти в публичное пространство. Да? Сейчас же модно стать личным брендом, да? Но личный бренд, понятное дело, что за тобой должно у тебя быть подкрепление определенное. Да? Это твой бизнес, а во-вторых, ты еще должен уметь красиво говорить. Это тоже достаточно важно, поэтому и у нас, слава богу, есть спрос на то, чтобы мы научили предпринимателей вот именно азам правильного говорения. Дорогие слушатели бизнеса по-казахски, у нас сегодня в гостях Рустам Максутов. Рустам, расскажи, пожалуйста, вот так проходят вообще подкасты, эфиры. Да. То есть вы еще как-то снимаете на камеры или нет? Да, камеру мы убрали. Я говорил, что раньше мы снимали, сейчас мы убрали эту практику, потому что мы сделали ее отдельным видом заработка. Потому что раньше это все входило, люди просили там записи, там скидывать, но мы поняли, что потом это очень много времени уходит на монтаж, очень трудозатратная тема, поэтому мы ее вывели в отдельную категорию. То есть, если есть такое желание у клиента поприсутствовать на прямом эфире, плюс потом еще выложить запись на наш YouTube-канал, то мы можем там с дополнительной наценкой, например, это продать. Отдельно, да. Поэтому, собственно, мы поэтому и убрали отсюда камеру. Ну вот смотри, допустим, давай сразу по ценам. Чтобы гостю прийти, и есть такая функция платно провести подкаст? Да. И заснять, сколько это будет стоить ему? Чтобы заснять и чтобы в эфире он поприсутствовал, в районе 850 тысяч. 850 тысяч. А в основном кто это приходит? Люди, это которые предприниматели. Это предприниматели, себе, да. Смотрите, в чем соль всего, например, бизнес-подкаста или эфира. С учетом того, что люди чаще говорят о своем бизнесе именно с точки зрения того, что
Мы там хотим рассказать, как у нас там развивается производство, да, да, вот как вы к нам пришли сегодня, да, больше подробностей там хотите узнать о нашем бизнесе. Люди вот об этом хотят говорить. Они хотят обсуждать определенные проблемы в отрасли. Они хотят там, например, громко заявить о себе, да, там, или в целом там быть публичными. Они вот приходят к нам на эфир и рассказывают в течение 1 часа, как у них все это выстраивается, зачем им это нужно и так далее. Потому что некоторые бизнесы, там, возьмем там, услуги какие-то определенные, да, я там не берусь там браться за определенное производство товаров, но услуги чаще всего нуждаются в правильном объяснении, донесении информации. Потому что если они размещают рекламу, реклама это чаще всего 30 секунд времени. А крупный бизнес хочет рассказать и именно посвятить радиослушателя, погрузить его в то, как он занимается бизнесом, что он делает в первую очередь, да, какая у него философия вообще бизнеса. То есть они об этом хотят рассказать, и они хотят погрузить слушателя в то, действительно, чем они занимаются, то есть показать, приоткрыть завесу тайны. И мы даем такую возможность, они приходят, рассказывают. Просто участие в прямом эфире на радио Бизнес ФМ стоит 500 тысяч тенге, это без учета налогов. То есть НДС я туда не включил. И это достаточно тоже не дешевое удовольствие, поэтому не каждый, например, соглашается приходить на подобные вещи, но есть все-таки люди. Вот сразу же, раз мы затронули эту тему, давай поговорим про виды монетизации. Откуда вы можете получать? Ну, это в первую очередь только реклама. Только Реклама. реклама, да. Это что касается там радиостанции, это наш основной вид заработка, поэтому я, кстати, не очень люблю людей, которые присылают нам пресс-релизы и говорят, пожалуйста, осветите это мероприятие, да, там, или там, пожалуйста, это крутой спикер, мы хотим там бесплатно у вас принять участие, осветить там определенную проблему. Да, если действительно проблема актуальная, то мы приглашаем бесплатно со своей стороны. Но если человек ради пиара хочет, например, прийти и рассказать о своей компании, то это стоит денег. Поэтому мы как бы сразу об этом говорим. Да? Поэтому первый вид это, естественно, интервью. Интервью. Да, интервью. Так, давай сразу по ценам. Интервью 500 тысяч, 500 как тысяч я, да, интервью, как так. я сказал. Вот если с видео, то это 850. 850. Это реклама. Реклама. Реклама стоит один выход 20 тысяч тенге. Это что? 30-секундный ролик рекламный. То есть они сами присылают, вы не записываете? Или еще Нет, есть мы услуги? можем еще и производством занимаемся. Да, производство у нас стоит 70 тысяч тенге. Это потому что мы привлекаем со стороны дикторов различных, согласовываем с ними и так далее. У нас есть копирайтинг, то есть человек может написать для них текст, если в этом проблема. Все за 70. Да, потом мы это все адаптируем еще и на казахский язык, потому что поддержка госязыка нам тоже достаточно важна, да. Потом мы запускаем этот процесс еще звукорежиссеру, который оформлением занимается всем, и потом утверждение и запуск в эфир. Вот, составляем медиапланы, естественно. Минимальное количество, которое человек может купить, это 10 выходов. 10 выходов. Ага, понял. Это что получается 200 тысяч? Ну, где-то в районе, да. 200 этого, тысяч. да, Так, в зависимости так. от города вещами. Потом второй и третий вид монетизации – это подкасты. Да, то есть есть люди, которые хотят записывать свой личный подкаст и выходить потом с этим в эфир. Да, у нас есть несколько примеров. Это компания Coca-Cola, например, да, это компания Danone, которые больше рассказывали о своем производстве, о том, какие они действительно крутые, какой там, например, бюджет они там выделяют на благотворительность и так далее. То есть они рассказывают о деятельности своей компании. Так тоже можно будет. Там тоже цены разнятся в зависимости от того, какое количество времени они у нас покупают. Например, от 3 минут до 20 минут. Давай в среднем сразу берем, потому что это долго. В среднем минут это где-то 700-600 тысяч, где-то так Это выходит сколько в месяц, если учитывать, что программ будет там, например, от 4 до 6. Примерно. Ну, крупные бренды могут себе это позволить. Конечно, я так крупные понимаю, бренды для это них себе не могут проблема. позволить. Чаще всего они там блоками покупают, целыми там на полгода, на год, если они понимают, что контент они смогут составить. Здесь важное уточнение, кстати. Когда клиент приходит со своей идеей, то чаще всего сам клиент отвечает за наполнение, то есть информационное наполнение. Мы не разбираемся в его бизнесе, так как он лучше знает. И поэтому они там сами выстраивают, они там собирают консилиумы свои, да, там разговаривают со своими экспертами, и эти эксперты им составляют тексты. Наша задача озвучить это и красиво оформить, и выпустить это в эфир. Естественно, согласовав там с редакторами. И еще один вид монетизации, как стало за последнее время популярно у нас, это ивенты. Ивенты. Да, то есть бизнес FM тоже неплохо так зарабатывает на ивентах. У нас есть как собственные проекты, так и проекты, которые мы делаем по заказу.
Так, Это в основном сколько в бизнес-мероприятия. среднем приносит один бизнес-эвент? Бизнес-ивент, если брать крупные, то Крупный. это от 10 миллионов. 10 миллионов. Да. Из них чистыми сколько получается там? Ну, там не так много ожидаем, где-то в районе 2-3 миллионов, да. Мгм. Но есть еще там достаточно крупные проекты, да, там, Мгм. где мы еще больше можем зарабатывать и так далее. Это получается как дополнительный, да, Да, дополнительное да, направление. да. И плюс еще у тебя еще свои бизнесы. Да, сейчас. Ну ты олигарх. Рустам, вот ты говорил, что эта картина непростая. Да, Что она значит? она золотая. Золотая. Не, ну как мы видим здесь... Безос, Стив Джобс, Илон Илон. Маск, Билл Гейтс. Билл Гейтс Уоррен и Баффет. Уоррен Баффет. Ва. Да. Это все американцы, Так. стоит сразу сказать. Это действительно крупные предприниматели. Это я, соответственно, сказал компании, чтобы они нарисовали именно этих людей. Мгм. Это те люди, которые вдохновляют многих предпринимателей, Мгм. здесь, в Казахстане в том числе. Постоянно о них отзываются там и так далее. Да? Вот, может быть, в дальнейшем этих предпринимателей будет еще больше. Да? Там Мгм. есть хороший пример Джек Ма там, да, и так Да, далее. да. Это больше Китай. Но в данный момент мы хотели именно этих предпринимателей отобразить. Это те люди, о которых мы часто говорим в эфире. Илон Маск тем более постоянно звезда наших там эфиров, да, постоянно И говорит. тех людей, которые ты хочешь позвать себе на эфир Я в будущем. думаю, да. Я думаю, да. И я надеюсь. Ну, кроме Стива Джобса, понятно. Ну Да. да. Вот. А всех остальных действительно нам бы хотелось видеть в эфире, поговорить с ними, как они выстраивают эту тему. И самое, что интересно, почему она так примечательна для меня. Дело в том, что эту картину нарисовал робот. Вот оно что. Да, эту картину нарисовал робот. Робот или Это- искусственный интеллект? Не, робот просто. Это печатная машинка, она Ага. печатает вот на таким, На такого стене, рода. на Так всё. стене. Заняло это 2 дня. Они так красиво печатали. Они сначала лекал нам предоставили, мы там подтвердили, и потом они начали все это дело печатать. Мгм. И самое, что интересно, компания, которая занимается вот этим, принадлежит известному в Казахстане актеру Санжару Мади. Конечно. Да, это мой хороший друг на самом деле. Я обратился к нему и сказал: брат, нарисуй, пожалуйста, вот мы хотим вот это. Он сказал: все без проблем, все организовал, все прошло достаточно супер, и мы довольны этим результатом. Супер. Сколько стоила такая работа? С учетом того, что мы давно дружим, это было сделано со скидкой, за что ему большое спасибо. Где-то в районе 250 тысяч тенге Мгм. это вышло. Ну, классный бизнес, Анжар. Да. Давай поговорим о том, вообще сложен ли процесс открытия своей радиостанции. Да. Какие нужны документы, сколько вообще времени нужно, чтобы запустить? Слушай, ну по документам я тебе не скажу, потому что этим занимались юристы. Мгм. Да, это достаточно трудоемкий процесс. По поводу открытия своей радиостанции, это достаточно сложно. Сложно? Это сложно. Объясню почему. Потому что все информационное поле в Республике Казахстан Мгм. сильно зависит от государства. Мгм. И здесь государство занимается выдачей радиочастот. Потому что там очень много нюансов, да, фиксирования. Например, у нас город Алматы граничит с Китаем. И для того, чтобы понимать, какую антенну и какой мощности тебе нужно поставить, тебе нужно понимать, что этот сигнал не дойдет до границы Китая. Ага. Если он будет доходить, то тебе не дадут разрешения. Причем не дадут разрешения не только наше там, Министерство обороны там, и так далее, а именно китайская сторона может не допустить эфир. Рядом с башней где-то установлено? Не рядом, что-то? а прямо на ней. На ней? Прямо на устанавливают? ней устанавливается. А как, получается, в разных городах есть свои башни, и на них устанавливаются? Да, они, правда, не такие масштабные, например. Понял, да, но прикольно. есть различные. Нет. Как вот вы видите, там башни сотовых операторов чаще Ну. всего стоят. Это вот в других городах по аналогии такие же башни, да, там только там другие. То есть, грубо говоря, если сломается эта башня, все, телевидение, радио отключится. Не, ну на самом деле не совсем, потому что не забываем, что у нас еще есть интернет-вещание. Ну да, еще интернет. В общем, я понял, что процесс запуска радиостанции очень сложен. Да, где-то полгода у нас это все заняло, утверждение, потом мы подавали документы на тендер, потому что государство каждый год разыгрывает частоты. Если вы помните, в прошлом году государство разыгрывало тендер на частоты 5G. Ничего себе. Там не было радиочастот, а в этом году они собираются повторно сделать конкурс на радиочастоты. Именно. То есть еще какой-то розыгрыш? Конкурс. Конкурс? Да, конкурс проходит. Ой, Это ничего тендер, себе. соответственно, да. Как это, грин-карта выиграть? Ну да, это поэтому достаточно сложно. Там нужно прям скрупулезно относиться к сбору документов, прям к перепечатыванию, потому что я присутствовал именно на вскрытии, да, когда уже документы вскрывают и объявляют победителей той или иной частоты.
Там достаточно просто пролететь, потому что у вас там не склеены, например, те или иные страницы. Я вот был свидетелем, когда они так открывают, какая-то непонятная компания, и выкидывают в мусор. Офигеть. Ну, то есть они подавали документы, и они сразу говорят, все, не проходит, потому что не соответствует правилам. Слишком большая конкуренция. Да, получается. да, да. А сколько примерно, ну, каждый год подается на... Это много, там много, в зависимости от региона, в зависимости от количества этих частот. Их не так много, да, потому что нужно каждую частоту выверенно выдавать, потому что Министерство обороны тоже тщательно проверяет каждую частоту, потому что есть несколько полос этих частот, если вы там замечаете, да, есть у сотовых операторов другая частота, у Министерства обороны другая частота, у радиоэфиров и телеканалов другие частоты. И там достаточно много технических вот этих Короче, спецификаций, и нужно будет понимать, куда вы лезете. В воздухе летает очень Да, много да, да. всяких вредных частот. Да, да, да. Так давай вот про финансовую сторону. Сколько нужно денег, чтобы открыть свое радио? Слушай, на момент, когда мы запускали радиостанцию Бизнес ФМ, с точки зрения финансов мы потратили где-то в районе 150 тысяч долларов. 150. Это с антеннами? Это с антеннами, с техникой, студией, ремонтом здесь и так далее, микрофоны и прочие вещи. Смотрите, почему так дорого? Почему так И дорого? почему вообще, в принципе, это будет все дорожать и дорожать? Во-первых, все связано с долларом и евро. Ту технику, которую мы покупали, ее здесь не продают. У нас, к сожалению, не каждый день радиостанция открывается, поэтому нерентабельно держать бизнес здесь. Мы все это заказывали из Питера, из Германии и так далее. Там очень много каналов, где, соответственно, уже есть поставки налаженные. Вот искали оборудование, у нас занимался этим технический директор. Уже там мы контрактовались, и нам все это доставляли. Доставка тоже почему так долго растягивалась. Нужно понимать, что там от 2-3 месяцев это все тянулось. Соответственно, потом, когда мы все подключили, проверка сигнала, потом выдача частоты, все, когда уже воедино сошлось, мы запустили радиостанцию. Понял. 150 тысяч долларов, чтобы открыть свой радио. Но на сегодняшний день наверняка это дороже. Дороже, да. Вот ты говорил, что общее вложение это 150 тысяч долларов. Это считается крупная радиостанция или средняя, или мелкая? Как вот? Ну, это, да, это крупная радиостанция, да. Ваша Потому что, радиостанция? да, у нас все же измеряется в мощности, Угу. но еще есть такие параметры, как, например, города вещания. Ага. У нас всего 3 города, как я ранее говорил. Вот, есть крупнее радиостанции, которые там вещают, например, на 14 городов республики. Там, или там всю республику охватывают. Там, конечно, и затраты колоссальнее, чем у нас. Есть радиостанции, которые вещают только на один город, это местные там радиостанции и так далее. Поэтому сложно, наверное, определять, кто мелкий, кто крупнее. Ну, ты считаешь, так, да. что ваша радиостанция крупная? Я считаю, что да. А вот ты говоришь, что 50 тысяч долларов это на все города или только на один город был? Нет, это вложение в целом на то, чтобы у тебя было вещание. На тот момент мы запускали на Алматы и Астану. Вот, как я ранее говорил, Шымкент у нас добавился чуть попозже, да, где-то спустя 2 года. Вот, но надо не забывать, что это основные вложения, да, но есть еще такое понятие, когда ты уже начинаешь активно использовать радиочастоты, то тебе нужно платить за то, чтобы ты вещал. Так, сколько стоит? Это на 3 города стоит 1,5 миллиона в месяц. Месяц на 3 Да, города. на 3 И города. каждый прибавляющийся город сколько стоит? Еще дополнительно, там, в зависимости от количества людей, там в МРП измеряется. То есть, чем больше населения, тем, соответственно, дороже. А Алматы, Астана и Шымкент, это известно, это города-миллионники. Тут достаточно много людей проживает. В Алматы вообще 2 миллиона. И, соответственно, иногда там, в зависимости от года, да, там цены пересматривают. Я так понимаю, вы хотите охватить всю страну в будущем? Ты знаешь, нас просят постоянно, чтобы мы присутствовали в других городах, но, честно говоря, я не вижу здесь смысла, потому что в FM, там, где, например, в каких-то отдаленных регионах, это не очень востребованная услуга, например, FM, да, то есть я понимаю, что там, мы же еще измеряем и делаем анализ рынка. То есть, если там емкость рынка, например, по рекламодателям достаточно низкая, то мы туда не будем заходить, потому что мы там денег не заработаем, мы будем только тратить туда. Поэтому, соответственно, с точки зрения бизнеса чуть-чуть невыгодно это делать. Вот, поэтому мы предлагаем альтернативу, это заходить к нам на Инстаграм, в Ютуб, или, пожалуйста, на наш сайт, можно послушать радио онлайн, тогда без проблем. Все, супер. Да.
Расскажи, какие вообще расходы у вас есть на сегодняшний день? Давай начнем с стандартного вопроса. Какая у вас площадь, какая у вас аренда, коммуналка? Ну, здесь получается у нас чуть более 300 квадратов, наверное, Ага. если брать все полностью, вот все крыло, которое я показывал. Мгм. Вот, аренда здесь вместе с коммуналкой где-то в районе 1 100 000. 1 100 000 Да, коммуналка. да, с коммуналкой. Плюс у нас там ФОТ, да, это фонд оплаты труда, соответственно, тоже в расходы у нас ложится. Плюс вещание у нас 1,5 миллиона. Есть мелкие, например, затраты. Вот ты как раз спрашивал, да, Мгм. до записи, как мы доставляем туда сигнал, М. до вышки. Мы доставляем его по VPN-каналу. Ага. Это отдельная выделенная линия. Сюда что-то никто не подключался, она не зависит от интернета. Мы, соответственно, подключаем ее Мгм. напрямую к вышке, и уже оттуда идет раздача этого сигнала. Вот за VPN мы тоже оплачиваем где-то в районе 200 000 у нас выходит. Так. Вот, потом у нас есть еще, ну, естественно, налоги, как же без этого, да, мы НДСники, ТОшка. Потом, когда мы вышли на прибыль, мы стали оплачивать еще и КПН, Мгм. корпоративный подоходный налог, да, поэтому, тут, короче говоря, очень много затрат тут выходит достаточно. Ну, чтобы ты понимал, где-то в районе 10 миллионов в месяц нам надо. Так. Да, где-то так. Дорого содержать Да, свое да, радио. дорого, дорого. Крупное радио. Еще сложнее это зарабатывать эти деньги, потому что мы сейчас говорим только о самоокупаемости, это Мгм. 10 миллионов, но нужно понимать, что у нас есть акционеры, людям, которым не все равно, что ты тут делаешь, соответственно, они у тебя спрашивают постоянно, какая прибыль каждый год. Вот, и для этого нужно еще больше работать, да. Так, а на сегодняшний день радио себя окупает? Да, мы в прибыли. Мы в Прибыли, да? Да, но для этого мы тоже достаточно тернистый путь прошли. Особенно тяжелые были года 20-21, это когда был коронавирус. Мгм. Ты помнишь, да, когда был локдаун, и на самом деле мы сильно зависим от рекламы, да, и рекламодателя. А когда весь бизнес остановился, и им нечего рекламировать, то и, соответственно, мы тоже встали. Мгм. Мы тоже встали, нам потребовалось дополнительные инвестиции, мы как раз просили акционеров, да, чтобы не распускать штат. Для меня это было принципиально важно, но мы продолжали работать. И вот я тебе как раз рассказывал, что большинство почему перешли на удаленку, потому что людям хотелось работать, они не хотели уходить с работы. Нужно было придумать альтернативу. У нас еще люди начали друг за другом болеть коронавирусом, да, и было опасно на самом деле находиться в офисе. Находились только здесь технический персонал, я и это главный редактор. И мы продолжали в таком же формате работать. Мгм. То есть слушатель не обратил внимания на то, что нас тут в офисе нет. Рустам, вот ты сказал, что вы уже вышли в прибыль. Когда это произошло? 2 года назад. Год-два назад. Да. Тогда давай поговорим об интересных, о цифрах. Какая у вас выручка на сегодняшний день? Сейчас на данный момент оборот радиостанции в районе 150 миллионов в год. В год. Да. Это считается хороший показатель? Нет, на самом деле, потому что улучшать можно еще много чего, да, работа предстоит действительно колоссальная. Мгм. Сейчас основная цель там довести оборот где-то до 200 миллионов, до 300 миллионов. Мы действительно можем, да, весь свой потенциал раскрыть, но для этого еще надо больше людей, соответственно, штат будет увеличиваться и прочее, да. Но это как бы в перспективе. Вот как раз какие планы на будущее у вас? Планы, ну, они достаточно такие прозаичные, да, предсказуемые, потому что мы хотим, чтобы нас больше там узнавали, да, для этого мы там будем делать еще больше ивентов проводить, да, причем ивенты у нас не такие попсовые, да, мы хотим больше в полезность, мы хотим отойти от инфопредпринимательства, мы хотим, чтобы больше людей со знаниями делились своим опытом. Соответственно, у нас будет большее количество еще подобных мероприятий именно для предпринимателей. Соответственно, мы будем больше наполнять интересным контентом, да, потому что это тоже достаточно важно. Сейчас очень многое, особенно в связи с известными событиями в Украине, сейчас вырос спрос на казахский язык. То есть люди хотят узнавать больше о том, что происходит в бизнесе именно на казахском языке. То есть мы над этим тоже сейчас плотненько будем работать. Не просто там адаптировать и переводить то, что уже есть на русском языке, а действительно заново создавать. И у нас есть уже конкретный пример. Это Дулат Тастикеев, да, известный предприниматель, владелец компании ТАСС Групп, ведет свою программу «Отем Аназде» она называется, где он как раз на казахском языке проводит интервью и рассказывает тоже о своем опыте именно на казахском языке для предпринимателей. Таких программ будет появляться с каждым там, месяцем или годом все больше и больше.
Я очень надеюсь, что действительно это как-то вот выровняется, потому что и в этом есть необходимость. Люди, которые говорят на казахском языке, сейчас занимаются активным бизнесом и хотят получать правильную информацию. Я думаю, что мы будем как раз-таки вот первоисточником этого всего. Супер. Как ты думаешь, искусственный интеллект как-то повлияет на вашу работу? В положительном качестве или в отрицательном? Ты знаешь, я вот как-то, скажем так, побаиваюсь. Я побаиваюсь, да, потому что уже сейчас он создает контент не хуже. Да, и иногда даже опасаюсь, что наши журналисты пользуются искусственным интеллектом. Да, но мне кажется, что все-таки человеческие факторы, аналитика именно человеческая, да, по ощущениям, по различным вещам, пока не дана искусственному интеллекту, это пока. Вот, поэтому пока мы без работы не остаемся, мы работаем, продолжаем работать, искать информацию там, и так далее, внедрять ее. Вот, пока угрозы не вижу, но лет через 10, может быть, мы вернемся к этому разговору. Я думаю, что, скорее всего, искусственный интеллект легко может переплюнуть там, того же там, телеведущего или радиоведущего. Хотя уже попытки, кстати, были. По-моему, в Китае, по-моему, искусственный интеллект ведет новости. Это достаточно просто. Они там сгенерировали какого-то радиоведущего или там телеведущего, да, внедрили ему текст, и он 24/7 читает. Уже страшно. Так, Рустам, что за необычное кресло? Где я сейчас сижу? Ты на самом деле сидишь, наверное, на самом дорогом кресле в Казахстане. Хорошо, я не скажу, что в мире, но в Казахстане. Потому что на этом кресле сидели практически все из топ-100 Форбса. Серьезно? Да, Нурлан Экбуланович, впитываю эту Арманжан энергию. Байтасов, да, там очень много предпринимателей, которых я там лично тоже знаю, с ними познакомился, Кайрат Мажибаев, да, там и так далее. Включая иностранных, кстати, представителей, да, там, у которых там многомиллиардные Кто самый топовый контакты. из иностранных? Гаррет Джонстон у нас был в гостях, да, это тоже топовый предприниматель, инвестор. Потом у нас был потомственный семейство Крит, который выпускает именно парфюм. Да, вот именно младший представитель этой компании тоже присутствовал здесь у нас. Эрвин Крит, кстати, да. Он тоже здесь сидел. Поэтому ты находишься на самом деле на самом дорогом кресле. Потому что здесь через это кресло очень много предпринимателей прошло. Так вот, к чему мы это вообще все говорим? Да. Друзья мои, не просто так, а мы хотим разыграть... Это кресло. Нет, не это кресло. Эфир на радио FM. Бизнес FM, да. Бизнес FM. С предпринимателем, если вы являетесь предпринимателем, какие должны быть условия? Кто может попасть? Ну, достаточно все просто. Я думаю, все те зрители, которые смотрят ваш канал, возможно, являются предпринимателями. Они хотят, там, например, рассказать о своем бизнесе, хотят рассказать о том, чем они конкретно занимаются. Если у вас производство вообще супер, да, вы можете прийти к нам на эфир и рассказать об этом. Условия достаточно простые. Я не знаю, ответьте там на какой-то самый интересный комментарий, может быть. В общем, ребят, да, условия будут под этим видео, под этим постом. Прочитайте. Это вообще просто шикарная возможность побывать на бизнес. Там нас можно пригласить? Даже нас не приглашают. Я подумаю. У вас уже будет такая возможность. Это просто, мне кажется... Ты же спрашивал у меня про цифры. Ты должен понимать, что мы должны зарабатывать деньги. Друзья мои. Так что поддержите наш канал, когда мы станем успешными. Нас Рустам зовет. Хорошо. Рустам, спасибо тебе большое, что ты пригласил нас. На самом деле не просто, наверное, попасть к тебе в гости. Ты человек занятой, у тебя постоянно эфиры, приходят миллионеры топовые. Вот, и по традиции в конце мы хотим, чтобы ты дал совет успешного успеха. Вот к тебе приходило очень много успешных людей, предпринимателей, бизнесменов, миллионеров или даже миллиардеров. И ты выработал какую-то формулу успеха. Можете поделиться? Сейчас будет, наверное, такое небольшое откровение, потому что многие, когда общаются с предпринимателем, они, естественно, задают этот вопрос. То есть, как прийти там, к определенному уровню успеха там, и так далее, как достичь его. Да? Но на самом деле, как в знаменитом мультфильме «Кунг-фу панда», секретного ингредиента нет. Потому что каждый успех уникален.
Вот если вы обратите внимание на биографии различных предпринимателей, то вы поймете, что у каждого был свой путь. Он тернистый, он ни на кого не похож. Поэтому верьте в себя, делайте то, что вы делаете, и делайте это хорошо. И тогда действительно у вас будет успех, о котором вы, возможно, не мечтали, не представляли и так далее. И что я вот заметил, да, многие предприниматели, которые рассказывают о своем пути, они чаще всего этот успех пропускают. Ну, то есть, что такое успех? Все думают, что это точка отчета, что вот ты внезапно стал миллионером, или ты внезапно оказался в новом доме. Но так не бывает. Это, соответственно, постепенный этап роста. Ты понимаешь, что ты уже можешь позволить себе больше и больше, но радости от этого у тебя не прибавляется, потому что ты понимаешь, какой труд за этим следовал. И, соответственно, не надо надеяться, что на вас внезапно свалятся деньги, что вы внезапно станете миллионером. Такое бывает только в сказках. Или редко, да, там, когда человек купил биткоины и внезапно стал богатым. Вот. Но поэтому верьте в себя, делайте то, что вы вот делали, как я ранее говорил, да, и запастись терпением, наверное, самое важное, потому что все хотят сиюминутного успеха. Но так не бывает, поэтому нужно продолжать работать над собой, быть действительно качественным, не нести всякую ерунду, пургу там и так далее, мыслить трезво. Мы о чем в эфире постоянно говорим, поэтому опирайтесь, ищите себе там действительно какую-то там бизнес-модель, которой вы хотите следовать или которой вы хотите соответствовать. Становитесь, растите, читайте очень много бизнес-литературы, полезной информации там и так далее. И самое главное, слушайте Бизнес ФМ. Все, спасибо, Рустам. Спасибо. Друзья, спасибо большое, что досмотрели наш выпуск. Надеюсь, он вам был полезен и интересен. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели, чтобы мы разобрали в следующий раз. Мы на самом деле очень сильно стараемся для вас, показываем различных предпринимателей, классные бизнесы. И спасибо большое еще раз, что вы с нами. До новых встреч!